Добрый вечер всем, кто пришел в этот гостеприимный дом сегодня. Очень рады вас всех видеть. Меня зовут Лилия Гадель. Я руководитель пресс-службы штаба «Татар Москвы». Буквально пару слов скажу о нашем штабе. Штабу 23 года. И то, что делает штаб, на самом деле очень сложно уместить вот в какую-то коротенькую речь, какое-то выступление, потому что за 23 года проведено, наверное, десятки тысяч каких-то мероприятий, акций, проектов. И я вас тоже приглашаю на наши каналы. Смотрите, ставьте лайки, комментируйте. Для нас это... Мы знаем, что вы нас любите и так, без этого, да, без лайков и без наших видео. Вы тоже нас, наверное, любите, наш гостеприимный дом. Но вот эти лайки и комментарии, они делают наши каналы смотрибельными. И еще больше людей начинают интересоваться тем, что мы делаем, присоединяются к нашим хорошим делам. Дорогие друзья, сегодня исполняется 23 года штабу. Вообще цифра 23 – это очень хорошая цифра, для меня это очень любимая цифра. Я помню, каким был штаб раньше, 10 лет назад. Он был чуть-чуть другим. Но время меняется, течения меняются, и сейчас штаб набирает силу. Это, я хочу сказать, что одна из важных политических сил в Москве. Лилия Сафина, поэт, журналист. Я хотела бы поздравить штаб с днем рождения. 23 года – это все-таки серьезная дата. Из этих лет, может быть, мы знакомы, дай бог не соврать, лет 5. Тоже, я считаю, очень даже такой юбилейный промежуток, юбилейное время. И все эти годы я с удовольствием время от времени прихожу в этот гостеприимный дом, внесла и свою лепту, писала для татарстанских газет несколько статей, так сказать, просвещающих население о том, что существует в Москве такой островок татарский, можно сказать, где люди собираются, общаются друг с другом, узнают что-то новое. Этим штаб и отличается, что здесь всегда уютно, тепло, и всегда можно найти какого-либо соотечественника, с кем тебе интересно, приятно, да, с кем ты можешь разделить какие-то свои разговоры, интересы. Я, конечно, видела штаб разный, но мне приятно, это такое уже место, где приятно бывать, где я всегда бываю с удовольствием, когда я в Москве, когда у меня есть возможность. И очень теплое место. У меня очень много друзей, знакомых, соратников, которые выходцы из штаба. И вот если взять мое окружение, самых мне там близких людей, они выходцы из штаба. Когда-то я в штаб внесла свою лепту, когда на мой день рождения я привела группу своих музыкантов, и мы тут забацали большой концерт, о котором, я думаю, что весь дом помнит. С тех пор музыкальные концертные посиделки вошли в практику, и мы с удовольствием, всегда приятно взять там гитару или спеть что-то, послушать кого-то, и это замечательная традиция таких квартирников. Мы сами ничего не придумывали, да, это уже было придумано до нас, Табеевым, это был клуб 16. В штабе собираются очень уникальные люди, вот все, кого любого взять здесь, все талантливые, все так, и все было так 23 года, да. Вот, люди как-то тянулись в штаб, знакомились, многие поженились. Вот в год у нас женится среди молодежи 10 человек. При штабе организованы уже новые проекты. Вот, и проект «Мафия». Вот, значит, у нас уже в 98 году возникло офицерское собрание. Клуб 16 посещал генерал армии Ерин, генерал Тейсис, там, значит, все руководство Минимущества приходило. Ну, все приходили поговорить с Табеевым. Табеев был тогда величина, вот его уже, к сожалению, несколько лет с нами нет, но мы ездим, его вспоминаем, вечера памяти устраиваем. Вот это все с него пошло. Вот это он пытался двигать кадры в Москве, чтобы кадры проще адаптировались, кто приезжал из Татарстана. Вот. А мы уже, в свою очередь, штаб татар, когда примкнули к 97 году уже к готовому клубу, у нас наша задача сохранение татарского языка, культуры. Поэтому у нас сегодня встреча ветеранов штаба. Мы все ветераны. Хорошего вечера.